Приятным и, несомненно, полезным итогом нашей поездки в город Санкт-Петербург стала встреча и знакомство с лидерами и активистами общественной жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В уютном офисе на Московском проспекте нас встретили по-северному тепло и гостеприимно, горячим чаем и северными деликатесами. Ольга Владимировна Нюман представляет народы Вепсы и с большой любовью рассказывала нам о традициях и культуре своих сородичей, о работе с молодежью и старейшинами. Сейчас главное сохранить и передать молодому поколению духовное и материальное наследство народа, считает Ольга Владимировна. Наша организация довольно молодая. Мы юридически образовались в 2019 году, но до этого работали как общественная организация, как родовая община. То есть у нас достаточно большая семья, большой род. Сейчас это где-то 120-130 человек насчитывает. И все наши общественные начинания были основаны и поддерживались именно как семейные мероприятия, семейные общинные мероприятия. Сначала мы начинаем с того, что поднимаем самосознание человека. То есть очень много вепсов, которые живут в Санкт-Петербурге, которые еще помнят о том, что их предки именно вепсы. И мы как бы направляем их для того, чтобы они вспомнили свою национальность, вспомнили свой язык, свою культуру, вспомнили, что у них действительно есть предки, которые дали им свою жизнь, что и свою генетику, скажем так. От этого мы отталкиваемся, а потом уже, когда люди начинают работать вместе с нами, да, или сопровождают нас в каких-то активностях, сильно не подталкивая, но направляя, даем им язык, например. Мы организуем курсы вепского языка, какие-то активности, мастер-классы по кулинарии, мастер-классы по традиционным промыслам, там, например, набойка по ткани очень пользуется популярностью у нас. Мастер-классы, конечно, по кулинарии, я уже сказала, это один из самых лучших сюжетов, когда хозяюшка, которая владеет вепским языком, она называет вещи и продукты именно на вепском. То есть мы не только передаем культуру как рецепт, да, мы вот эти вот слова, которые уже забываются, мы передаем их для употребления. То есть, например, масло, хлеб, самые простые бытовые слова, которые легко запоминаются, и потом уже люди используют их. Вашей маме достались знания от бабушки, вам от матери. Вы своей дочери передадите? Мы стараемся передавать это, конечно, своим детям. Сейчас достаточно развита эта вот культура передачи, традиций. Не знаю, очень стараемся, но как получится. Впервые о народе под названием Вас упоминает Иордан, историк одного из древнегерманских племен, который жил в VI веке нашей эры. Позже, в IX веке, в русских летописях вепсов называют словом «весь», а в других источниках – «чудь». Последний этноним прижился лучше остальных, и вплоть до 1917 года вепсы официально именовались «чудью». Историки считают, что этот народ сыграл значительную роль в формировании Древней Руси. Вместе со славянскими племенами вепсы объединились в военно-политический союз, который и положил начало новому государству. Изначально вепсы занимали территорию от Ладожского озера до Онежского. Постепенно народ мигрировал на северо-восток. Часть населения ассимилировалась с другими этносами. В наши дни людей, которые относят себя к вепсам, насчитывается всего около 6400 человек. Представители старшего поколения говорят на вепском языке. Молодежь знает его плохо, по большей части использует русский. Сегодня вепский язык находится на грани исчезновения и занесен в Красную книгу языков России. Не страшно, что уйдет язык, исчезнет культура? Это самое большое опасение наше, потому что когда уходит язык, уходит весь народ. И вот миссия нашей организации – это
не только сохранение, но именно популяризация. То есть нам надо обозначить для людей, что их, чтобы они именно гордились своей национальностью, гордились тем, что они малочисленный народ, гордились о том, что они именно народ, который древний народ, который имеет свою глубокую культуру и традиции, который является таким носителем своего культурного кода. Это, к сожалению, уходит, поэтому мы стараемся своими активностями развивать это. Скажите, вы также очень активно в общественной деятельности нашей российской ассоциации, да? Наша община вошла в Координационный совет Всероссийской ассоциации коренных малочисленных народов уже 3-й год. Мы стараемся участвовать не только в культурных мероприятиях, но и законотворческой деятельности, которую активно ведет ассоциация. На самом деле, когда мы вошли в ассоциацию, Ленинградская область была не такой развитой в плане. У нас есть некоторые вопросы касаемо социальной пенсии, например. У вепсов Ленинградской и Вологодской области нет такой возможности получать пенсию, потому что наша территория не приравнена к территориям Крайнего Севера. Но, по крайней мере, сдвинулась с точки. Мы считалось, что это нерешенный вопрос, но сдвинулась с точки в том, что наши территории приравнены к территориям традиционного природопользования. Это очень важный момент. По крайней мере, наши небольшие селения и поселки уже вошли в этот перечень. И мы надеемся, что это будет и дальше продолжаться, чтобы, как говорится, уравнять в правах малочисленные народы, конкретно вепсов и для Вологодской области, и уравнять с Карелией. Сколько вепсов на сегодня по количеству? В России 4800, где-то чуть больше 4900 вепсов, а в Ленинградской области 951 человек. А процент знания языка у них какой? Очень, очень слабый, к сожалению. В Ленинградской области нет уроков, введенных в образовательную программу, это только факультативно, и это очень жаль, что нет таких уроков родного языка, чтобы в общеобразовательной программе, как это есть в Карелии, и даже в Вологодской области есть такие уроки. Поэтому работаем в этом направлении, как получится, как говорится. Озат терхут и кайки омхювят. Счастья, здоровья и всего самого лучшего. Суть, спасибо. Я сразу обратила внимание на украшения, которые были на Анне Кузнецовой. Атаки или паучок, родовой обережный знак эвенов, очень красиво и органично смотрелся в современном офисе на красивой девушке. Анна – этнодизайнер и стилист, родом из села Анюйск Чукотского автономного округа, по национальности эвенка. Она повсеместно занимается пропагандой и внедрением элементов эвенской одежды в повседневную жизнь. На Западной Чукотке живут эвены, как я говорю, на настоящей Чукотке, там на берегу моря их мало, практически нет. В основном, кто, конечно, переехал, там вышел замуж, но в основном, наше поселение находится на Западной Чукотке, это Амалон, Анюйск, ближе к Якутии мы живем. Я сама родом из Анюйска, мама моя из Амалона. Эвенка, да. Елена Ильинична Дацко. Моя мама была учителем эвенского языка, писала учебники, то есть занималась всю жизнь свою эвенским языком. Учила деток, 40 лет проработала в школе. Хотя я наполовину эвенка, но поскольку я родилась и выросла на Чукотке, среди эвенов, среди эвенской, конечно, я себя
ощущаю и считаю ивенкой. Я вообще по образованию, я экономист, и я 17 лет проработала в банковской сфере, я работала с юридическими лицами, но вот 6 лет назад я стала заниматься современной модой, я выучилась на стилиста, я выучилась на тренд-аналитика, я стала изучать моду, что мы будем носить в будущем, в современной жизни. В прошлом году меня ассоциация пригласила на первый форум женщин Севера помочь им подготовить этнодефиле, и вот таким образом я появилась в нашей ассоциации, и теперь здесь, не работаю, это все-таки наша такая общественная деятельность, да. И в связи с этим, естественно, я погрузилась в этнотему, в первую очередь, конечно, в ивенскую одежду, потому что я ее знаю, я занималась в детстве танцами, естественно, мы, как и все, наверное, дети в Советском Союзе, мы сами себе шили костюмы, то есть мы изучали. Конечно, я не только ивенские костюмы знаю, поскольку я жила на Чукотке, и мы занимались разным творчеством, в том числе там и чукотские костюмы, то есть костюмы народов, которые проживают на Чукотке. Я их хорошо знаю, и сейчас в своей деятельности я решила это совместить, то есть нашу национальную одежду и современную моду. Поскольку я вам уже вот в нашей беседе сегодня часто говорила, что сейчас это макротренд, возвращение к истокам, эта тема очень интересна и на мировых подиумах, и, естественно, мы, представители коренных народов, в первую очередь должны доносить ее, свою культуру, показывать остальным народам. Это интересно абсолютно всем сейчас. И сейчас наше время, как я говорю, пришло, и мы должны все-таки возродить свою одежду. Не просто, потому что у нас очень много мероприятий, которые проводит даже наша ассоциация. То есть я когда приехала в первый раз на «Сокровище Севера» в Москву, который проводит ассоциация, и я зашла в павильон, и все красивые такие, в национальной одежде. Ведь национальный костюм наш носил такую функцию информационную, то есть когда ты видишь человека в национальной одежде, ты понимаешь, к какому народу принадлежит, к какому роду, его социальный статус, то есть можно было всегда понять по национальной одежде. И, конечно, когда вот мы все собираемся на наши праздники в красивой национальной одежде, это шикарно смотрится. Потом праздник заканчивается, мы все переодеваемся в худи, и вот мы все выходим из павильона на ВДНХ, все вышли, и серая масса, и непонятно, кто есть кто. И вот мне прям стало грустно. Я думаю, почему же мы такие красивые вот в павильоне, а из павильона вышли, и непонятно, кто есть кто. Естественно, мы должны носить нашу, хотя бы не национальную одежду, но какие-то элементы, а у нас у всех, мы говорили, очень много красивых украшений, которые тоже имеют смысл. Не просто собирательный образ создавать, когда мы делаем современную одежду, а со смыслом, изучая нашу культуру, потому что каждый орнамент имеет какой-то смысл. Там вот даже в нашем, вот ивенских украшениях каждый цвет имеет какой-то смысл. Вот это все нужно изучать и доносить в современной жизни. Очень хочется. Я надеюсь, что получится это у нас, потому что молодежь сейчас в этом очень заинтересована. Я стараюсь наши украшения или элементы национальной одежды встраивать в свои современные образы, на какие-то на фэшн-мероприятия, на деловые встречи. И, естественно, подходят женщины и спрашивают, что за украшение, а покажите, а можно сфотографировать, а что оно означает, а как оно называется. То есть у людей это вызывает интерес. И спрашивают, а можно ли купить. То есть люди хотят купить вот эти украшения наши национальные и тоже их носить. Это интересно. Моя мечта, конечно, как у любого человека, чтобы дети мои были здоровы, чтобы у меня были внуки поскорее, как у любой женщины, чтобы все были здоровы, чтобы мирное небо было. А что касается моей уже, наверное, не творческой, а профессиональной деятельности, поскольку я уже серьезно занимаюсь производством одежды, и национальными костюмами. Конечно, у меня мечта возродить нашу моду
Может быть, я такие глобальные, но тем не менее мне очень хочется, да, чтобы мы вспомнили свои истоки, чтобы мы вспомнили нашу национальную одежду, нашу культуру и стали носить свою одежду вот не только по праздникам, как я сказала, а каждый день, чтобы наши внуки понимали, кто мы, не забывали свои корни. Потому что понятно, что ассимиляция, нас остается мало, но тем не менее хочется, чтобы вот мне лично хочется, чтобы мои внуки знали, да, что вот их бабушка была эвенкой, чтобы вот такой народ, нашу культуру, хотя бы вот чтобы в одежде они это несли и показывали людям. Гдентакен. Айч Биларе. Аймакань. Марина Христофоровна Белянская, лидер общественного движения, кандидат исторических наук. Человек, объединивший в себе культуру, историю, язык эвенов Якутии и эвенков Томской области. Ее научные труды и изыскания – это тема для отдельной передачи. А в общественном центре Марина Христофоровна всегда собирает вокруг себя активистов и молодежь. Всегда позитивная и полная идей, она неутомима и с искренней любовью занимается не только наукой, но и общественной деятельностью. Наше Санкт-Петербургское отделение Ассоциации коренных малочисленных народов Севера является организацией, которая объединяет все народы бескрайней России, проживающих в Санкт-Петербурге. Это не только студенты, не только учащиеся, это еще те, кто работает в разных учреждениях нашего города. В состав нашей ассоциации входит Центр традиционных знаний, который является инициатором различных мероприятий в деле сохранения и развития культуры народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Как правило, в правление входят люди, которые работают в разных сферах: образование, наука, культура. И в других сферах. В свободное время мы занимаемся пропагандой культуры и истории наших народов, которые называются коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. Можно привести пример, пожалуйста. Мы ежегодно проводим этнодиктант всероссийский, где приглашаем дистанционно принять участие все регионы, где проживают народы Севера России. Также в президентской библиотеке принимают участие те, кто желает принять очное участие в этом мероприятии. Наш центр стал инициатором выпуска книг «Песни Победы» на языках народов Севера. Также наш центр является и организатором проведения литературного конкурса «Голос Севера». Ну, об этом можно долго рассказывать, потому что наши мероприятия – это еще и повседневная жизнь. Мы приглашаем всех гостей, кто приезжает к нам из разных регионов бескрайнего нашего Севера, Дальнего Востока, Сибири, приглашаем к нам в гости, делимся своими мыслями, своими инициативами. Также нам рассказывают, как живут наши народы в разных местах нашей России. В планах у вас что? В планах, ну, у нас в этом году в декабре пройдет Арктический форум, где наш центр будет представлен, потому что для полноценной работы, а у нас очень много представителей, которые работают в учреждениях культуры, науки, нам необходимо контактировать не только с представителями самих народов, но еще и с руководителями разных регионов для того, чтобы мы сверяли государственную политику и реальные дела, которые проходят в регионах. Также благодаря этому мы формируем свои планы. Далее у нас в феврале пройдет опять праздник
коренных народов России. То есть у нас будет не только праздник, мы еще и проведем наш ежегодный этнодиктант. Всегда приятно и радостно встречаться и общаться с родными людьми, с сородичами, которые искренне и преданно занимаются своим делом. За такую работу не платят деньги, не дают больших наград. По велению сердца и по совести наши активисты решают вопросы и проблемы, радуются успехам и вносят огромную лепту в жизнь и развитие наших народов. Экджентекен Аймакань.